Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Всем привет! Всем привет, друзья! Всех с Новым годом! Ура, ура, ура! Новогодний выпуск. Да. Как водится по старой доброй традиции, мы подводим небольшие итоги года в нашей замечательной телепередаче. Очень запомнился мне сюжет про черлидинг, и героини мои мне запомнились, они такие веселые, активные. И я, кстати, спросила, девчонки, даже если вам не по там 10-12 лет, а вот вы моего возраста, вам там за 20, то вы тоже спокойно... Ну а что? Если вам немножко... Если вам прям за 20, то все равно можно приходить, и сказали, что таких, как мы, тянут, и такие, как мы, танцевать начинаем. Вот. Будем учиться стилю леди. Самая главная вещь, которая связана с моим самым любимым сюжетом про фестиваль рок-музыки КТ-Рок, это такой диск нашей якутской группы. Первый раз, посетив наш якутский рок-фест, я был очень удивлен, что у нас есть такие талантливые музыканты и с довольно качественной музыкой. И вот моя самая любимая — это Лиля Брик, потому что у них очень красивые тексты. И солист красивый. О, привет. Я делаю интервью. Уже поворачиваться? Ну, я вспомню то, как мы ездили всей компанией в отпуск в Европу и на замечательный фестиваль Grass Pop Metal Meeting. И было очень круто, и до сих пор воспринимается как сон, потому что это была совсем абсолютно другая жизнь, другая планета. Я также хочу отметить сюжет про вытрезвитель, где мы все вместе собрались, просто поехали туда, и из этого получилось очень не только интересный сюжет, но и мы сами друг с другом пообщались. Изначально стояла задача осветить природу страха. Да, и получилось очень весело. Мы пытались друг друга пугать, создать атмосферу ужаса, но как бы не получилось. Ну, не знаю, кто-то, может быть, там испугался. Бондарь, может быть, испугался, который, к сожалению, сейчас в другом городе. Но мы помним его, и в том числе благодаря этому сюжету. Мы как-то ездили на Чучур-Муран, когда Настя общалась с лайками. Чесала вот так вот за ушком. Да, да. Им это так понравилось, что они решили, так сказать, приобщить и пометить Анастасию как особо важного члена собачьего социума. И вот теперь результат. У меня есть уши выросли. А у меня вообще нос замерз, подождите. Я принес с собой сегодня снеговика. Это Олаф. Это персонаж из мультфильма «Холодное сердце». Настолько же холодное, как сердце моей бывшей. Приезжаем, значит, мы с Майком в парк, а там тишина и снег. И мы пошли совершенно в противоположную сторону, обошли там полпарка и уже думали, что все, конец. И когда мы возвращались обратно, мы услышали детский смех, и алле-оп, оказывается, вот где их лепят, а там вовсю уже работа идет, носятся дети, в снег падают, на улицах холодина, им жарко. Там девочка падала в снег и делала ангела, ну вот так вот. Минус 40. У меня рука примерзала к микрофону. Я когда кнопки нажимал, я не понимал, нажимаю я их или не нажимаю. Это была не девочка, это была организатор. Просто психовала, что все пошло не так. Я снимал сюжет про сноубордистов. Был у них фестиваль, назывался Yeti Games. Почему ты сноуборд не принес? Нет у меня сноуборда, они дорогущие. У меня есть шапка, в которой они все были. Они все были в шапках, без исключения. Это было грандиозное по своим масштабам мероприятие экстремального спорта, да, для нашего города. Я взял там интервью, и все, я хотел сразу ехать домой. И Майк там снимал просто миллион лет. Уже темнеть начал, он там что-то снимал и снимал. Уже люди разошлись, он Мне уже снимает. неинтересно, они все равно не катаются вверх и вниз, вверх и вниз. В детстве сноубордом было все. Картонка, целлофан, санки. Все это сноуборд. Мы сломали вот эту заднюю стенку, туда в холодильник садились и так катались на холодильнике.
А мы на капоте от КамАЗа. Я сегодня принес вот такую вот штучку. Бейтс с международного фестиваля команд КВН, который ежегодно проходит в городе Сочи. Это мой единственный сюжет за все мои годы работы в пропеллере про путешествия. И вот почему он мой самый любимый не только в этом году, а самый любимый за все взятые года. Угадайте, чья это комната? Чья? Правильно, это комната Вячеслава Брешева. Сначала он привез сюжет про путешествия, и мы думали, что мы самые крутые. Потом приехал Кэп и привез свой сюжет про Европу. И все испортил. Все испортил. Забрал у нас первое место. Каждый мой сюжет, каждые съемки — это для меня какие-то определенные эмоции, которые во мне копятся и составляют какую-то часть меня, наверное, все-таки. Это вот пропеллер. Пропеллер где-то вот здесь. Вот рядом сердце. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. So this is Christmas, I hope you have fun. Near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. For rich and the poor ones, the world is so wrong. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red one. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Год обезьяны — это мой год. Мне исполняется или 24, или 36. Или 12. Угадайте, что в этом черном ящике. Сережки, я же видел до эфира. Никакой интриги, просто все. У меня был сюжет на тему ювелирных украшений. И мне понравилось там примерять украшения, которые стоят 2 миллиона рублей. Мне тоже нравятся такие украшения. А сейчас, например, с... Ой, вы вспомнили, что если они просто нашли друг друга там путю-кутю-путю-кутю. Я тут сижу как просто какой-то муж, когда мы уже домой пойдем-то. Сегодня я одолжила у своего коллеги вот такие вот коньки. И это коньки Вячеслава Брешева. У него 46 размер ноги. Зачем это акцентировать? Первый день мы снимали с самого утра, часов с 10, и закончили где-то часов в 9. Все действие было на улице, мы безумно замерзли, мы нигде не грелись, мы не ели, мы не пили, мы работали. И самое смешное, наверное, то, что запомнилось, я взяла коньки, абсолютно новые, купила в магазине прям для этого сюжета. Это косяк года! А я думаю, что они так жмут? Я помню этот сюжет, я вообще дико смеялась. Ты же, Марина, еще в чехлах, да, каталась?
нас пластиковые же есть защитные штуки, которые снимать надо, а она в них не наяривает. И самый запоминающийся сюжет, который у меня был в этом году, это вот я был в таком прекрасном костюме. Это костюм Марина кого? Раз, два, три. Супермен! Супермен, да. Сюжет был о Гик-фесте. Это мой маленький друг. Он на самом деле мне очень много радости принес. 4 года ты в нем ходишь? 4 года я в нем хожу. И он тебе впору? А тут есть такая штука, это картон. То есть если у тебя пузико, и вот эта вот штучка его скрывает, да. Концерт Басты я стоял, слушал. Концерт Ивана. Ты еще проводил опрос, помнишь, там такой печальный человек, батарейка сидел на площади Ленина. Да. Что делать осенью на букву Ч? Читаю чудеса. Читать чудеса, совершенно верно, спасибо. Мне кулинария понравилась, где мы с Костиком Бондаряном. Луковый суп. Сказал так, как плохой француз. Aujourd'hui, nous allions préparer traditionnel supalion français. А можно потом на графике сделать так, как будто хлопушка выстреливает? Нет. Хотя бы бенгальский огонь держу. Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом. Желаем, чтобы в следующем году все было лучше, чем в предыдущем. Чтобы все ваши мечты сбывались и чтобы все было хорошо. Еще раз желаем всем счастья и, конечно же, безграничного здоровья. И пускай в 2016 году все ваши мечты сбудутся, и все у вас будет очень даже хорошо. Позитива и улыбок вам. С Новым годом! С Новым годом, друзья! Всего вам самого наилучшего, успехов, хорошего настроения. Смотрите почаще нашу телепрограмму «Пропеллер». Пусть этот год будет такой же резвый, как у обезьяны. Обезьянки же, да? Год обезьянки. А еще, дорогие друзья, не забывайте мечтать. Я думаю, в 2016 году все ваши мечты и желания исполнятся. С Новым годом! С Новым годом! С вами была программа «Пропеллер». Всем пока. Пока. И всем волшебства не то взяла. И всем волшебства. Just look at Frosty go over the hills of snow. Just look at Frosty go over the hills of snow. Over the hills of snow. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках. Магазин «Автоаудиоцентр» предлагает качественную продукцию мировых лидеров в области автозвука и мультимедиа для ваших автомобилей. У нас всегда огромный выбор автомагнитол, сабвуферов, усилителей, акустики, кабельной продукции и аксессуаров. Кроме того, всегда в продаже подкапотные утеплители компании «Автотепло». Также оказываем услуги по установке и шумоизоляции. Наши адреса: Вишнева 35/1, первый этаж, и торговый центр «Палладиум», второй этаж. Телефон 733-143. «Автоаудиоцентр». Твой выбор в мире звука.